Вопрос борьбы с мраморным клопом – это вопрос номер один на сегодняшний день в нашей стране, отметил, открывая совещание, министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба. Благодаря помощи российских коллег удалось собрать немалое количество мраморного клопа, но есть много проблем, решение которых зависит только от руководства страны. Важность проводимой работы и того внимания наших коллег из Российской Федерации помощи, и той работы, которую мы внутри себя проводим, подтверждает, что это на самом деле проблема серьезнейшая. Это напрямую связано с экономикой нашей страны. За этот короткий период времени, месяц, с какими проблемами мы столкнулись касательно финансовой стороны. Мы ставим такие вопросы перед Кабинетом министров, перед президентом нашей страны. Мы бюджет свой уже, исходя из ваших потребностей, формируем. Дополнительно будем изыскивать эти возможности. Благодаря механическому сбору мраморного клопа предотвращен ущерб на 6 миллиардов рублей. По данным специалистов, обследовано 25 тысяч домовладений и собрано более 4 тонн вредителя. Больше всего собрано в Галском районе – 2,5 тонны, в Гагарском – около тонны. На третьем месте – Очимчирский район – более 600 килограммов. По оценке специалистов, во всех районах Абхазии механический сбор проведен на 40–50%. Результат хороший, но могло быть и лучше, отмечалось на совещании. Проблема, которую принес этот мраморный клоп, может привести к тому, что продукции сельхозназначения в Республике Абхазия просто не будет. И это, наверное, самая большая проблема. Отсюда занятость, отсюда доходная часть, отсюда, собственно говоря, уклад жизни республики. Давайте еще раз оценим, все ли мы сделали, и давайте поймем, где, в каких районах нам теперь придется с повышенным вниманием мониторить и выполнять, а может кратно повторять мероприятия с применением химии. Первый этап работ по механической сборке насекомых завершен. Сейчас необходимо подготовиться ко второму этапу – химической обработке растений и установке феромоновых ловушек. В Абхазию из России будет завезено 162 тонны химических препаратов на сумму 300 миллионов рублей. 200 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Российской Федерации на приобретение специализированной техники. При необходимости на время проведения работ дополнительная техника будет завезена из Краснодарского края. Словом, стратегический партнер Абхазии готов оказать нашей республике всемерную помощь. В то же время и абхазская сторона должна по максимуму мобилизовать все силы и выполнить взятые обязательства, отмечалось на совещании. Помимо мраморного клопа в республике есть много других вредителей, а также карантинных растений и сорняков, в борьбе с которыми специалисты Минсельхоза России также готовы оказать содействие. Вы для нас стратегические партнеры, мы с вами как бы в рамках одного экономического пространства, и нам совершенно не безразлично, какая себестоимость у вас здесь. И если вы сегодня механический или физический труд не оцениваете, то он самый дорогой. То есть поручение организовать масштабную работу, и чтобы все садоводы Абхазии в этом году изучили лучший опыт. И последующие сады интенсивной технологии закладывались исключительно по мировым технологиям и стандартам. Тогда нам не будет страшен ни ожог, ни градобой. Тогда мы будем получать мировые, и мы будем конкурентны не только на российском рынке, но и на всех остальных вокруг нас. И мы готовы здесь оказать практическую помощь. Возвращаясь к теме борьбы с мраморным клопом, Джамбулат Хатуов отметил, что в ближайшее время абхазской стороной должны быть предоставлены карты обрабатываемых территорий, схемы употребления удобрений и методы обработки. До 10 мая необходимо провести обработку фундука и плодовых культур. С 1 по 20 июля – обработку цитрусовых и хурмы. С 1 по 20 сентября – их повторную обработку. А с 1 октября надо вновь собирать насекомых в местах их зимовки. Следующее заседание совместного абхазо-российского штаба по координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом состоится через месяц. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.